Новое радио. Новое радио. Я напомню, что вы слушаете Новое радио, это волна 95,5 FM и шоу «Девчат». Как мы и обещали, наша гостья уже здесь, это Ланиша. Наверное, Ланишу знают прям все. Да, Все. Наверное, в Таджикистане не осталось звезд, которых не красила Ланиша. И все они уходят радостные, красивые, довольные. Да. Так вот, здравствуйте, Ланиша, как вы? Здравствуйте. Всё хорошо у вас? Спасибо. Вы слышите себя, все нормально? Да, все отлично. Так вот, Ланиша, как в целом у вас дела? Все нормально? Ой, отлично. После рабочего тяжелого дня я пришла к вам сюда расслабиться немного. Вы во сколько просыпаетесь-то? Всегда по-разному, потому что невесты обычно приходят и в 4 утра, если надо, и в 3 утра. Но я в основном с 4 уже работаю, и многие невесты приезжают с Куляба, с Худжанда и так далее, поэтому приходится так рано вставать. А бывали ли ситуации, в которых вы не спали 24 часа в сутки? Было такое? 24 часа в сутки я не спала, потому что была на каком-нибудь мероприятии. С мероприятия обязательно приходила на работу в 4 утра обслуживать невест в той же одежде, с тем же макетом. Я бы хотела упомянуть о том, что у Ланиши сейчас новая прическа, да, стрижка? Да, классная. ей очень идет. Очень вам идет. Вы поэтому меня пригласили? Да, поэтому мы еще отметили на странице именно новую фотку Ланиши взяли. С новой здесь прической. решили, вот дизайнеру, походу, вот эта фотка понравилась сзади нас. Поэтому такой, пусть будет еще это. длинные волосы, да. Так вот, Ланиша, скажите нам, пожалуйста, в целом, как ваша карьера начиналась? С чего это все началось? В каком году? О, это такая долгая история. Начнем с того, что я по образованию художник, живописец, дизайнер. Так. Все началось с того, что я просто начала красить всех подряд. Я всегда рисовала глаза, и везде у меня на любой тетрадке моей были обязательно глаза. И получается так, что я начала красить своих подруг. Подруги сказали кое-кому, кто работает в журнале. В журнал меня пригласили как визажиста, арт-визажиста, да. Мы ездили на всякие фотосессии, да. И это было очень интересно. Я делала всякие яркие макияжи для этого журнала. А после этого я решила, что я могу, в принципе, начать эту карьеру у нас в Таджикистане, хотя ни одного визажиста на тот момент не было. Это в каком году было? Ой, я сейчас скажу. Вот когда я замуж вышла, это было 11 лет назад. 12. Скоро будет 12. Классно, поздравляем. Спасибо. И я помню, что я приходила в салон какой-нибудь. Допустим, меня пригласили один раз в салон в Хаяте. На тот момент сказали, что попробуй сделать кому-нибудь мейкап. Я сделала, и все были в восторге. Потом записывали мне невест, хотя невесты не понимали, зачем они записались на эту услугу, потому что этой услуги не было тогда. Все красились сами практически. Но после моего макияжа каждая невеста просто благодарила меня и говорила, что это очень прекрасно выглядит. Я, если честно, вот очень сильно волнуюсь, да, это же самый ответственный день, и, наверное, это одна из причин, почему я бы никогда бы не хотела работать с девушками еще и в день их свадьбы. Поэтому я вот хочу узнать, а бывали такие, что к вам попадалась очень капризная невеста, вот делаете, не нравится, истерит, потому что... прям запомнилась. Да, запомнилась. Вы такие сделали ей замечательно все, и такие, живи счастливо с ним, никогда не разводись, и ко мне больше не приходи. Да, конечно, были случаи. Конечно, да, были случаи, когда невеста не знала, чего она хотела, или она знала, но не могла объяснить. И, конечно, мы переделали несколько раз ее образ, было такое, но я не поворачиваю их никогда. Я делаю свое дело, потом я их поворачиваю и говорю, если вам что-то не нравится, мы сейчас же переделаем. И это самый классный вариант на данный момент. Сделать сначала свое дело, а потом развернуть и сказать, что не так. И сейчас я достигла такого уровня, так можно сказать, что каждая невеста, которая поворачивается, говорит, все прекрасно, спасибо. Классно. Ланиша, будан ҳолатое ки ба арӯс чанд бор шумо иваз кардед ҳамон макияжро, вале ба арӯс писанд наомад, рӯаша тоза кард ва пулро надода рафт.
Было один раз такое. Было. Один раз в начале моей карьеры это было. Она смыла мой макияж, хотя я сделала максимально нежно. Она смыла мой макияж, ресницы подкрасила, немножко Сама блеска. смыла? Да. Или вас Сама попросили смыла. смыть? У нас было такое правило, что если вам что-то не нравится, вы смываете, не платите и уходите. Ну вот она смыла и сделала себе тушь, и немножко блеска на губы, и она сказала, все, вот я вот это хотела. Да. И было такое, что она не заплатила деньги, и я сказала, ну ладно, ничего страшного. Я, если честно... Ничего страшного. Она была сама красивая, правда. Действительно красивая, и она, видимо, осознавала, что она очень красивая. Ну вот, мы тоже хотим, чтобы каждый раз после того, как Ланиша вас накрасила, ваши мужья, ваши вторые половины, в целом ваши подруги и ваше окружение, они вам сказали, ты такая красивая. Келин? Ой, Келин! Лаббай буведён. Ужин кай тайёр мешад, а? Ним соат пас мебиёрад. Чи? Ой, тайёр мешад буведён, тайёр мешад. Келинчак. Рубрика для тех, кому скоро замуж. Супер, супер, келинчак. Эй-йоу! После такой хуждоманки, да, появилась Ганджина, которая эй-йоу, меня бы сразу выгнали из дома мужа. Так вот, Келинчак называется наша рубрика, и сегодня мы воспользуемся тем, что у нас в гостях Ланиша, и мы всю ответственность, да, рубрики на нее сейчас просто бросим. А Ланиша, скажите, пожалуйста, вот я хочу выйти замуж, допустим. Поздравляю! Не, подождите, не надо Я еще хочу поздравить. выйти замуж, но меня не берут. Если Ланиша, я хочу выйти помогите. замуж, вот я не знаю, к кому обратиться. Я нашла ваши номера. Мгм. Я вам позвонила. Мгм. Вот, что мне нужно дальше делать? Для того, чтобы я пришла к вам, чтобы вы именно меня накрасили. Ну, во-первых, вы должны пойти на консультацию. Ага. Мы посмотрим на вас. Ну, я уже вас вижу, я Ага. уже скажу вам, что. А, то что есть вам вы уже нужно делать. видите, да? Вы уже понимаете? Конечно, я смотрю с художественной точки зрения, потому что я на художника училась, и Ага. поэтому я смотрю расположение глаз, Ой, кожу. как классно, что вы это все носик, учитываете. губки, все, Мгм. форму лица, все Мгм. это очень важно, чтобы не испортить ваш Мгм, макияж, мгм. не испортить ваш образ в Ага. самый главный день вашей жизни. Поэтому обязательно вы приходите на консультацию, оставляйте залог, естественно. Ага. А потом мы решаем, что с вами делать. Допустим, если кожа забита, мы обязательно вас пошлем к нашему косметологу-эстетисту, не Соша, самый лучший в городе и единственный, наверное, косметолог-эстетист, который может вашу кожу без повреждений привести в порядок перед нанесением макияжа, потому Мгм. что это очень важно. Если вы наносите макияж на забитую кожу, тональный будет смотреться слишком драматично. То есть он будет переступать с вашей кожей, и это Мгм. будет видно, это будет неэстетично, так скажем. Поэтому очень важно подготовить кожу для этого. Естественно, если вам нужно покрасить волосы, если это не ваш цвет, и, конечно, мы будем вас Мгм. красить. Если у вас проблемы какие-то с бровями, допустим, близко То есть вы в расположены, целом далеко. корректируете, да, недостатки какие-то? Обязательно. Ага. Потому что свадьба бывает один раз, ну, максимум 2-3 раза, хорошо. Кому как повезет. Кому как повезет, да. Но первый раз нужно выглядеть просто от иголочки, да, так скажем. Поэтому я обычно обязательно советую косметолога, обязательно советую сделать маникюрчик, педикюрчик. Потому что бывают невесты, которые, к сожалению, почему-то приходят без маникюра. И это Ага. меня очень удивляет, потому что это единственный день в их жизни, когда они могут позволить себе выглядеть То так, есть как именно они в хотят. свадебный день, да, они да. приходят без маникюра? Да, к сожалению. Бывают такие моменты. М. Очень важно сделать маникюр-педикюр, потому что на это все смотрят. Вы думаете, что никто не смотрит, на самом деле все смотрят. Так и есть. Понятно, хорошо. Сразу посмотрели так на мои руки. Да? Нет, Маникюр я- есть? нет, Есть. Нет, я знаете, из-за чего согласна с Ланишей? Потому что как минимум в этот день вы надеваете свое кольцо, и вот эти Да, фотографии. я согласна. И Он сделал должно- мне предложение. Да, как бы это должно быть красиво, эстетично. Да. Как это вы приходите накраситься к Ланише и такие ногти? Нет, только лицо будут смотреть. Классно. Получается, у вас прям весь спектр услуг в салоне, да? Да, Маникюр, да, педикюр, да. прическа, Шугаринг, макияж. да, О, это тоже окрашивание. есть. Ага. Мы очень хорошо корректируем бровки. Допустим, у меня бывает очень часто проблема, что приходят невесты, которые обслужились где-то в другом салоне, им сделали таджикские брови, мне приходится где-то дощипывать, это занимает время, мне приходится где-то подклеивать даже, и это очень много времени, правда. Из-за этого может следующая невеста опоздать. Эх, девчонки, будьте более ответственны, потому что свадьба, как сказала Ланиша, один раз.
Новое радио. Друзья, я вам напомню о том, что это шоу «Девчат», радио, новое радио 95,5 FM. В гостях у нас сегодня Ланиша, визажист, самый лучший визажист в Таджикистане, да? Вот Ланиша нам сказала, Ланиша, мы следим в целом с девчонками за Ланишей. Она не только красит таджикских звезд, но еще и звезды из-за рубежа тоже приходят к ней. Вот из Узбекистана, да? Да. Еще вот... Юлдуз Усманова, Озода, Фируза Джуманиозова. Недавно, кстати, приезжала афганская звезда Орион Саид. Да, она, оказывается, писала мне с 18-го года. Я недавно увидела у себя в запросах. Конечно, я в директе очень редко бываю, если честно. Но когда я ее отметила, когда она приехала, я сделала макияж, я отметила ее, я увидела, что она мне писала, что, дорогая... Целые 4 года. Да. Я хотела бы записаться на макияж еще тогда. Это вот, когда пишут, напишите нам, пожалуйста, в директ, да, и вот не отвечают после этого. Ланиша, я советую вам еще раз прочистить директ, вдруг там от Джейло тоже есть, а вы просто проигнорировали. Я еще напомню о том, что до того, как вы пришли сюда, первый у нас час, мы всегда постоянно выбираем какие-то темы. Так вот, женская дружба. Вот вопрос был, существует ли женская дружба? Ну а сейчас я буду читать вам вопросы. Пишет нам Малика. Девчат, Хубон, Ганджина, Фарида, всем привет. Подруга недавно разошлась со своим бывшим парнем, но уже через 2 недели у нее появился новый бойфренд. Вчера у них было первое свидание, о котором она мне рассказала. И я первым делом сказала, зачем ей это? Она же недавно рассталась, но она обвинила меня в отсутствии поддержки, но я просто беспокоилась о ней. Девочки, дайте совет, я правильно поступила или все же стоило обрадоваться ее новому парню? Радоваться. Сложная ситуация, честно говоря. Да, у нас странное выражение лица. Так, очаровательная меня аж Малика. линза Да, заплыла. мы понимаем о том, что вы волнуетесь о своей подруге, но суть дружбы в чем? Да? Друзья, в отличие от родителей, нас никогда ни в чем не обвиняют, за это мы их и любим, поэтому мы с ними и делимся всеми нашими секретами. Мы знаем, что вы беспокоитесь, но, пожалуйста, постарайтесь донести это чуть более тактично. Корректно? Да, тактично, типа я беспокоюсь, но если тебе нужно, хорошо, иди, потом расскажешь, как это было. Может быть, это просто повод быстрее забыть, выйти в свет, осознать, что я до сих пор желанна, я до сих пор прекрасна, я могу себе найти нового молодого человека, как и он находит себе очень быстро новую девушку. Не знаю, какая у них там история, но все же. Но если в целом, ты рассказала в целом, да, как бы могла чувствовать себя девушка после расставания, как она должна себя чувствовать. Но если исходить из этой ситуации, то я считаю, что, раз уж они расстались, то, что уж тут поделать? Ничего, живи дальше, радуйся жизни, работай, наверное, беспокоиться, да. Так, подожди, Нет, подожди, ты сейчас против, что ли? Ты против? Почему? من فکر میکنم که البته این وابسته است از آن مناسبتی که علاقه آنها جدا شدن. اگر این مناسبت یگان 1 سال 2 سال یا 3 سال باشد و بعد از جدا شدن بعد از 2 هفته обязательно страдать год или 2 года? Скажи мне, пожалуйста, кто вообще эти сроки придумал? 2 سال не, вали 2 هفته هم не. Фарида у нас из крайности в крайность. Малик, мы должны поддержать девочку, которая нам написала. Сейчас она как раз таки поддерживает ее. То есть она считает, что Но я против... Нет, подожди. Мы осуждаем? Нет, это неправильно. Если они расстались, даже если прошло полчаса, они расстались. Мы должны смотреть с этой точки зрения. Давайте мы будем смотреть с точки зрения практичности. Расстаются, опять потом мирятся, расстаются, мирятся, смотря сколько лет они в отношениях, смотря что за отношения, смотря какие это люди. Агар алакай точка монда бошан, духтар донат ки дигар роҳи бозгашт нест, хайр майлаш. Вале баъд аз 2 ҳафта ҳама чиз шуданаш мумкин шояд онҳо боз қатъиамон дӯст писари пештараи худ соз мешаванд, боз муносибат. Короче, Малика, твоя подруга взрослая девушка, пускай сама решает, что ей делать. Ни в коем случае в отношения лезть не надо, поверьте мне. Это может плохо закончиться. Да. У нас есть еще и еще одно сообщение. Да, пришло от Камилы. Очень
курьезный случай, я бы сказала. Привет, девчат, слушаю ваш эфир с первого выпуска, нам очень приятно. Вы очень классные, так держать. Хочу поделиться с вами своей историей и заодно исповедаться. Недавно пошли с подругой в магазин купить себе летние платья. Нам обоим понравилось одно и то же платье, но на ней оно смотрелось лучше. Так. Но так как мне оно очень сильно понравилось, я ей начала говорить, что платье ей совсем не подошло, ее это полнит. Ух ты, Камила. Она мне поверила, и я взяла себе это платье. Так. Оно сейчас как символ предательства для меня. Девчат, поддержите. А я постараюсь больше так не делать. Камила, больше так не делай. Не иди с подругой в магазин, если у вас схожие вкусы. И вообще, в целом, не дружите, да, наверное, с девушками, с которыми схожие вкусы, потому что многие думают, что если вы хорошие подруги, только потому что у вас разные вкусы на мужчин. Я считаю, что это бред, потому что, ну, не знаю, это мое мнение. Летние платья тебе Летние нужно платья, больше, да? Кстати, к летним платьям. Ну, что я могу тут сказать? Вот она исповедовалась, мы тебя прощаем, Камила, все. Поддерживаем, Да. да, все в порядке, подумаешь. Бог тебе судья. Да, Камила метавонад ки куртаро бурда ба дусташ тиад. Нет, она может Правильно. просто шоколадку купить и просто Ой, а сказать, мон на, курта. это тебе. Да, и пусть сказать, курта». пойдем, найдем тебе новое классное платье. Да, Вот, да. Камила, вами решение. Все, по сей день больше не ври, Камила. Да, Камила, да. Камила, Камила. Мы будем 100 раз это имя еще произносить. И вот у нас поступили вопросы именно к Ланише сегодня. Да, Хубон да, нам по сейчас нашей зачитает их. теме написала девушка по имени Мубурак. Девочки, привет, слушаю ваш эфир и радуюсь таким классным и открытым девочкам. Спасибо Спасибо. большое. Спасибо, что обсуждаете тему дружбы и не вините во всем девушек. Мы так и не будем делать. Ссоры бывают как и в женской, так и в мужской дружбе. Ага. Согласны? Главное найти друзей, с которыми у вас схожие принципы и взгляды на жизнь. 100% правильно, Мубурак. Я адресую свой вопрос Ланише. Слежу за ней очень давно. Она прекрасная мама, профессионал своего дела и очень прекрасная в целом девушка. Но очень скрытная по сравнению с другими визажистами. С кем, Мубурак, напишите. Хочу узнать, когда у нее была последняя ссора с подругой и есть ли у нее близкие подруги на данный момент. Заранее спасибо за ответ. Мгм. Ну, Да, ей за ссора с подругой — это для меня обычное дело. Мы постоянно из-за какой-то ерунды ссоримся с подружками. Сейчас у меня очень хорошая компания, в которой я прям растворилась, я часто с ними вижусь, общаюсь, могу обсудить все секреты. Я знаю, что, в принципе, это не выйдет из наших 20 человек, как вы говорите. Но я скажу, что я, конечно, получила от дружбы тоже. Есть такой момент, что были люди, которым я очень доверяла, которых очень любила много лет, но, к сожалению, они меня разочаровали. Стоит ли верить в дружбу? Я считаю, что стоит, потому что все-таки другие девочки мне доказали, что дружба все-таки есть. Ага, женская дружба, да? Да, если вы не Да. находите такого человека, я считаю, что нужно просто быть приятельницами. Не обязательно углубляться в отношения, в дружбу. Вот то, что я сегодня говорила Ганджине. Именно об этом, что не обязательно. С возрастом мы смотрим на дружбу чуть по-другому, потому что приоритеты Да, меняются, да. и больше иметь приятелей намного лучше, нежели друзей, которые могут всадить кинжал в спину. А Фарида сказала, что нет-нет-нет, в дружбе никогда не может закончиться плохо. Да, албатта ман фикр мекунам ки не ҳастанд дӯстиҳое ки Значит, тебе очень Ба- повезло, если бале честно. бале ман ду дӯсти Тебе беҳтарин дорам повезло ки с нами. аллакай ҳафт Дудусть, она как раз говорит, это о нас Дудусть, это- речь идет. Да, говори. бар намекушеда Да нет, мы же девчонки, мы солидарны, дорам должны быть дӯстоне во ки ду всем. кас ҳастанд ва худо ба шукр ман ягон бор аз тарафи онҳо ягон ноҳақӣ ягон кори бад нисбати худам надидам. Дар ҳама ҳолат дар паҳлӯи ман ҳастанд, дар ҳама ҳолат маро Машаллах. дастгирӣ Ой. мекунанд. Да-да-да-да. Шояд аз ҳисоби он ки ман худам як дӯсти хуб ҳастам. О, это что за удар был в нашу сторону? Давайте Всё, с ней дружить Фарида. будем. Она очень хорошая дружба. Кстати, да, это же зависит еще от самого человека, то есть мы же сами выбираем окружение свое. Если Да. мы хорошие, красивые, понимающие, то, соответственно, у нас друзья будут такими же. Но мне Ну, кажется, что а- каждая женщина себя считает лучшей, хорошей и так далее. Согласна. Ланиша, у Ну, вас были ли в школе такие случаи, ситуации, когда вот, допустим, есть же девчонки, которые выбирают некрасивых подруг,
Да. дабы показаться на их фоне лучше, красивее как-то. Нет, к сожалению, в школе мне не было такого счастья подружиться с кем-то. К сожалению, почему-то я не сближалась там ни с кем. Не знаю почему, может быть, это возраст был, переходный период такой, но, к сожалению, подруг у меня тогда не было. Подруги появились в более осознанном возрасте, когда я уже начала учиться в художественном. Пару подруг, конечно, тоже отсеялись потом по жизни. Даже те, которые были близки много лет, тоже отсеялись. Это неприятно, я вам скажу. Согласна. Очень обидно, да. Да, это очень сильно обидно. Но сейчас есть компания, которой я доверяю, девочки, которые для меня очень важны, и если у них что-то случится, я обязательно прибегу, а если что-то случится у меня, прибегут они. А вы общительная в целом, Ланиша, или как вы больше такой закрытый? Ой, я такая ужасно общительная, вы не представляете. Многие считают, что я какая-то стерва, мне постоянно говорят, что я очень высокомерно выгляжу, что я очень... Страшно, выгляжу. наверное, да, Разве? подходить Я к вам? думаю, такое говорят про всех девушек, которые вот красивые и такие, ну, она стервозная. Она такая красивая. Это у из-за человека нет за уверенности в комплимент. себе. Да, из-за комплексов и неуверенности в то, что они ощущают рядом с этим человеком, и они начинают скидывать это на этого человека, мол, это твоя вина, что рядом с тобой я чувствую себя дискомфортно и неуверенно. Мне многие невесты говорили, что вы выглядите очень серьезно. Вот прям так и говорили. Когда они со мной ближе знакомились, они были в шоке, что я достаточно открытый человек, который общается на любые темы, просто абсолютно. Я спрашиваю обязательно невесту, а ты по любви замуж выходишь? А что дальше? И что дальше? А где ты будешь жить? И что? А он что сказал? А она что сказала? Вот это я люблю, обожаю. Это класс. Есть вопрос от слушателя. Девчат, привет, я Мегрона. Рада, что Ланиша у вас в гостях. Собираюсь скоро выходить замуж и хотела узнать, будут ли какие-нибудь скидки у Ланиши, летние скидки в ближайшее время. Если нет, промокод «Я от девчат» сработает? Очень креативный подход. Я люблю такие креативные подходы, поэтому если Потому она что вы подойдет... художник. Да, человек возможно, я искусства. сделаю ей скидку. Пусть она скажет про промокод, я Я обязательно девчат. посмеюсь и сделаю ланиша это. чанд касе ки гӯш кардагиаст эфири моро аз пагоҳ мебиёд ҳамаш мегӯянд ки Промокод. девчат девчат Нет, я только той девочке... имя, пусть озвучит имя. меҳрона Мегрона ее зовут, да, мы Мегрона, ее только номера для вам тебя. дадим. Хорошо, А Ланиша, только смотрите, вы же еще курсы ведете, Да, да? да, Вы обучаете девочек Да, да, красить. да. Были ли ситуации, когда вот вы, допустим, научили человека, он классно уже красит на уровне, так сказать, и этот человек вам создает потом в дальнейшем конкуренцию. Как в целом вы к конкуренции относитесь? Очень хорошо отношусь. Если это моя ученица, я буду только гордиться. И Мгм. у меня есть ученицы, которые открыли свои салоны. Одна ученица даже открыла салон и вывесила мою фотографию там. О. Мне было очень приятно, если честно. Научилась у Ланиши, да, наверное? Да, обязательно они выставляют сертификаты и так далее. Вы знаете, я очень рада, когда мои ученицы имеют какой-то успех. Все равно Мгм. я как учитель горжусь ими во всем. Классно. Потому что есть люди, которые вот понимают, что это тот момент, когда ученик превзошел учителя, и вот человек начинает злиться, и вот завидовать как-то нет, да? То есть Я вы как хорошо относитесь к сенсей, этому. Если это сделает, если она меня побьет, Вы то вот тогда я буду рада. вы выглядите, да, так вот стервозно, как вы уже сами говорили, но на Ага. самом деле Ланиша Что не добрая так со душа. мной? Ну-ка, ланиша скажите, что со мной ланиша не так? медонед аҷоиботаш дар чи аст ки ҳар духтаре ки аз назди шумо мебарояд аз салони шумо мебарояд Ага, ага. аз рӯи чашмаш аллакай ҳама мефаҳманд ки макияжро ланиша кардагӣ Да, аст амон кстати, сири я- шумо дар чи аст ҳамиро худатонам дар О. кардагӣ аллакай ба фикрама Вы знаете, да, действительно, есть какой-то почерк у меня свой, бале который бале вычисляют фотографы, обязательно фотографы говорят, о, этот макияж от Ланиши, и они, кстати, любят очень мои макияжи, и отправляют всегда ко мне девочек. У меня есть какой-то вот почерк, я не знаю, как это, я даже не знаю, Но как это классно, если что он у честно. вас уже есть. Да, да, да. вот. ки аз что рӯи вас ҳамон узнают. художник буданатон аст ки метавонад ҳамон чашмро Да, нишон да. додан Но я очень люблю делать какие-то особенные макияжи. У меня даже есть свои авторские макияжи в арабском стиле и так далее. Обязательно присутствовать должно у каждого визажиста свой почерк, да, Мгм, и вот этот мгм. почерк мой узнают все, слава богу. Ну, да, красотки, девочки, прям такие вот глаза у Чашмони, них сразу, да, бале. становятся ҳамон кошечки. нигоҳ мекунанд аллакай мефаҳмӣ ки Ланиша Ланиша. красила, да? Еще очень важно, допустим, глаза, если близко расположены, сделать их подальше, если далеко расположены, сделать их поближе. Художественный взгляд мой уже включается тогда, когда я делаю мейкап.
Как хорошо, что вы это все учитываете, потому что Да. есть визажисты, которые вообще не смотрят на это все. Так, что стало с Хубон? Куда ты пропала у нас, Хубон? Мы вернули Хубон. Да, меня На вернули секундочку, она пропала наконец-то. просто. Каково это жить без Хубон? Целые 3 секунды. Счастье, радость. Я запомнила. Все, я хубон запомнила. ман фаҳмидам чӣ гуна дӯстон дорӣ. Да, видишь? Да. А потом ты говоришь, что дружба заканчивается Так просто подожди, так. я же говорю, зато як не микрофон. нож в спину, зато вот прямо в микрофон. Спасибо смотря вам в большое, глаза. я это очень сильно ценю. Я люблю, когда говорят прямо и в лицо, как говорил Бульгаков, «Мастер и Маргарита» он писал. Булгаков. Бульгаков? Булгаков. Буль-буль-буль. Сори, видите, меня отключили, и я Буль-буль. даже разговаривать Полностью не могу. Полностью меня отключили. Когда убирают звук, с женщиной В целом происходят тебя убирают страшные из вещи. Так что там говорил Булгаков? Говорить правду — это Мгм. приятно. В лицо именно. Поэтому я как истинный телец, а он тоже телец, поэтому я Ну, считаю, что ясно. это классно. Я тоже И телец, плюс, но- ты, но- но ты не любишь это, ты чуть-чуть другой. Ладно. Давайте тогда мы сейчас с Ланишей немножечко поиграем. Да, Давайте. давайте Это вот поиграем. детская игра, да, мы выбрали самую легкую игру. Да, меня отключили, но я вернулась с классной игрой. Называется «Да, нет». Да, нет. «Да, окей. нет» Мгм. называется. Суть игры в чем? Типа правда людей? Нет. Ланиша, нет. Не сейчас, чуть позже. Смотрите, суть игры в чем заключается? Я рассказываю вам историю, читаю, Так. и вы должны отгадать причину. Мгм. Причину. Да. А ты почему озвучиваешь это? причину? Нет, я скажу, и вы будете задавать наводящие вопросы, я буду отвечать «да», «нет» и «неважно». И первый вопрос это, Так. называется тема «Святая Инквизиция». Я Ага. выбрала эту тему, потому что тут мы. Почему во времена Инквизиции за связь с дьяволом никогда не судили женщин весом более 50 килограмм? Потому что ведьмы и так долго живут. Не наводящий вопрос, Ну, давай я 50 отвечу. килограмм. Да. Почему? 50 Потому килограмм. что толстые женщины уже не могли быть красивыми для них. Очень близко, Ланиша, очень близко. Так. Не то, что они не могли быть красивыми. Смотрите, вопрос. Они были ягон здоровыми. кор карда наметонистан аз даст ягон кор Смотрите, Инквизиция Ага. во времена, когда сжигали женщин. Да, за, да, за да. связь с дьяволом. А именно Да. И они 50. считали, что вот определенная женщина является ведьмой. Да. Так, И вот. она должна быть меньше 50 килограмм, правильно? Да. Потому Ну, что больше это уже некрасивая Больше, женщина. Нет. больше, потому что они считались здоровыми, более здоровыми. Нет, Они же это полноту очень раньше близко. ценили, правильно? Они ценили, но именно не в плане женщин. И они понимали, что если больше 50, то она не ведьма. А отличительной Ага. чертой ведьмы это что, девочки? Видите? Стройность. Почему Стройная. это важно? Почему? Потому что, Потому что мужчины смотрят на... Мужчины смотрят на стройную? Нет. О, Нет. чёрт побери. Ланиша почти что отгадала. Она отгадала все. Девушка, потому что сжигали ведьмы. Так. Но найдите момент. Почему именно меньше 50? Скажите, чуть-чуть вспомните Это очень образ сложная ведьм. игра. Ну, потому Нет, что нет. эталон красоты какой-то на те времена. Или, ну, я не знаю, потому что 90-60-90 Порой или что? Думаешь, во время инквизиции такие, она 90-60. Ну, нет, хотя в те барои времена... сабук не- бошад ки бурда барои партофтан чтобы они Нет. могли на своих... Так, чтобы они могли летать, что ли? Замечательно! Замечательно! Баба Яга. Да. В этом и была суть, что если девушка больше 50, то метла под ней Сломается. просто сломается. Поэтому, Ганджина, тебя бы никогда не сожгли. Так я вот хотела И сказать... меня тоже. Только ну в всё Фариду. тогда. Сейчас мы вместе Да. уйдем такие в Меня тоже закат. не сожгли. Нет, Да. Ланишу тоже сожгли Ну, бы. есть. Да, ну, естественно. У меня 1,76 м рост, это ужас вообще. Слушайте, А если я не. высокая, как же мне быть? Я не могу быть ведьмой, если я высокая. Я думаю, что вы Что за запросто бы сходили бы дискриминация? за ведьму в те времена. Не беспокойтесь. Только девушки, да, могут радоваться тому, что нас могут Ведьма и- сжечь. Просто такие, а меня бы не сожгли. После меня. Меня Почему тоже ведьма сожгите, и мане? пожалуйста. Есть еще какие-то вопросы? Мне игра твоя понравилась. Но вообще я думала, что давайте теперь сыграем в мою игру. Давайте. Это тоже легкая такая
игра. Давайте. Я на это дам 2 минуты. Игра называется «В города». Поиграем в города сейчас. Вот последняя буква, получается. Вы должны на последнюю букву сказать имя какого-нибудь города. И Давайте. давай ты начни. Душанбе. Ереван. Я знала, что это будет Ереван. Нет, девочки, давайте, Ланиша. Новосибирск. Новосибирск. К. Конибодон. Это вообще это не города. На М. Минск. На К. Кунибодом. Не-не-не, все Канада. повторяю. Канада. Окей, Канада. давайте, Ланиша. О, Канада, как надо. А? Хамджаки Рафта. Канада, это же не город, да? Канада это страна. Без разницы, вы не отгадали. Вот в этом и весь прикол этой игры, девочки. Пусть будет на А, давайте, Да. Ланиша. Ланиша, куча Рафта не будет. Шенгенский виза хотели. Австралия. Я. Ой, раз уж мы вот далеко пошли, да, и в целом тут правил нет, пусть будет Ямайка. 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 На А, давай. Англия. Англия. Так мы О, страны Япония. перешли же, правильно? Япония. Хорошо. Я. Я. На. Я, выгода твоя. Я не знаю. Я не знаю, давайте, я не знаю. Юрмала. Ю не знаешь? На А. Ну все, классно. Слушайте, мы молодцы такие, да? Ой, А не давайте в было. мою Девочки, игру ну, поиграем, в косметику поиграем, как я визажист, да? О, Я буду задавать вопросы, вы будете отвечать. У меня в косметичке только Да. пудра. Девочки, помада. я вас сейчас немножко потрясу. Так, давайте. Потрясу. Что наносят на лицо перед Так. тональным кремом? Основа? Основа. Молодец. База. Молодец. Хорошо. А что наносят после тонального крема? Пудра. Пудру? Нет? Хайлайтер. Фиксатор? Не-не-не, не Фиксатор. фиксатор, Консилер. так, консилер. Консилер. Молодец. Консилер. Чем рисуют стрелочки? А сначала можно карандашиком, а потом кисточкой обводить, да? Вообще без Или понятия. подводка. Подводка, Да. Айлайнер Подводочку по-другому. классно пойдет. Я всегда так говорю. У меня фломастер. Сейчас время Сейчас бы подводочки. подводочку нам тут. Так, еще? Еще знаете, вот насчет алкоголя, начнем сейчас. Когда я открыла салон, я хотела, чтобы мои невесты чувствовали себя прекрасно в моем салоне. У меня такой красивый ремонт, все такое. И я думала, что у меня европейские стандарты, все такое. И когда я невестам предлагала кофе, чай и шампанское, они говорили: нет, ты что, астагфирулlah. Блин, я буду приходить в этот салон намного чаще. Чисто потому что шампанское. Да. Слушайте, вот Ланиша не зря выбрала игру, именно связанную с красотой, Да. да, с ее сферой, потому что напомню о том, что сегодня для Ланиши мы подготовили подарок. Вот наш партнер Ян Cosmetics Да. подготовил для вас подарок. Это наш Да. бьюти-партнер, будем называть его так. Сегодня у нас все бьюти, Красивые, да, beautiful beautiful girls girls. around the world, girls. И все такое. Вот. Что вы желаете нашим радиослушателям, Ланиша? Под конец. О, что же я вам желаю? Подытожим, к сожалению, Да. времени у Я нас мало. знаю, кто сейчас сидит и слушает нас. В основном все за рулем. О май гад, какая прелесть! Мне здесь подарочек принесли, так красиво! Ой, фиолетовый. Я сейчас обожаю фиолетовый. Я Просто тоже пипец. обожаю просто сиреневый. Этот вот Сиреневый, тренд фиолетовый. этого года. Да, Very да, да. Perry, цвет Как по моим 2022. волосам вы заметили, Да, я да, да, обожаю да. фиолетовый. А что подарили мы Ланише, вы можете посмотреть потом у нас на YouTube-канале. Что же я вам желаю, дорогие мои? Я знаю, что вы сейчас за рулем едете, уставшие после работы. Я вам желаю, чтобы ваш вечер прошел хорошо, Спасибо. идеально просто. Займитесь чем-нибудь интересным вечером, посмотрите фильм, сходите на ужин и вспоминайте меня. Классно, супер. Вам Спасибо спасибо большое. тоже, Ланиша, за то, что вы пришли. Было Вам очень тоже весело, спасибо, честно. было Вот мне не весело, да. хочется заканчивать эфир. Вот у нас с каждым разом все больше интереснее Да, гости, да. да. Вот Ланишу мы сегодня раскрыли. Дорогие друзья, можете написать ей. Ланиша вам Пожалуйста. ответит. Падас Да. чорсол. Эх, Директор, ну всё. Все, спасибо Девчата, большое. давайте попрощаемся тогда. Да. Мы с Спасибо вами большое услышимся в четверг ровно в 17:00. С вами была Ганджина, Фарида, Фарида, Хубон Хубон и и Ланиша. Ланиша. Всем пока. Пока. Это были девчата. Новое радио.